Хәерле көн, бик яхшы монда җыелдык. Хәзер менә уже кыш бетә. Укулар әзрәк кеше бөтенсе укый, бик яхшы укыгыз, гел сезгә әйтәбез инде. Бүген татарча гына сөйләшәбез үзара. И улейбыз татарча. Менә попробуйте. Улярга татарча. Улейсез татарча, оннан соң татарча сөйләшәсез. Уляп татарча сөйләшәсез менә. Шуңар, значит, бүген безнең проспектлар бар. Менә кем Китай белән эшли, менә безнең җегетләр, анда оештырганнар проспект. Алыгыз Китай проспектын, мин сезгә өләшербез. Оннан соң анда бар безнең проспекты Камала театр. Менә аны тоже үзебезгә алыгыз инде. Без гел гәҗитләр өләшәбез, китап, хәзер мин китап чыгарам. Менә сез ул китапны кем алмаган, үзегез белән алыгыз. Бүген, значит, безнең нәрсә инде, бүген biz tagын bir җыелырбыз тагын. Безнең менә иң актив, менә бүген әзрәк, конечно, Нижгар яшьләр әз монда, да? 50 на 50. 50 на 50, да. Вот. Хотя бы 51 на 49, нет? И шуннан соң менә Нижгар арасында безнең инде күп шундый сүз, берәнди председатель без хотим сайларга. Шундай безнең бар группа Нижгар, бик актив группа, менә шуларга председатель, и без Нижгар яшьләрен отдельно җыербыз әле быел. Менә әйтмәгез, белмәдек, нитмәдек дип Нижгарларны җыярбыз, и алар арасында председатель итәбез инде. Менә сезнең арада без гел сезгә әйтәбез, менә шундай активист булып, совет тоже ясасак яхшы булыр иде. Вот. Значит, бүген инде күп сөйләмәйбез, сезгә бүген татарча и эше. Как переводится? Домашняя работа. Домашняя работа сезгә, домашнее задание, авылларга барга, әбиләр белән гел татарча сөйләшергә, гел татарча уйларга. И мин сезгә һәр бер әкият сөйләйм. Сез аны башта калдыргыз да, кем көз көне яхшы итеп тәрҗемә ясап шуны сөйләй татар телендә, шуңар бик зур приз бирәбез. Кем инстаграмнар ясый, аларга тоже безнең приз. Вот. Инстаграм, лайки, сторислар ясагыз инде. Вот. Значит, әкиятны урысча сөйләйм, тыңнагыз, аны тәрҗемә итеп, көтәбез, көз көне сөйләрсез. Вот. Җәй көне авылга баргач, монда көз көне гел татарча гына аралашырсыз. В одном царстве-государстве, как обычно, бывает же царь, царевич, принцесса, царство. И это было необычное царство. В это царстве были всегда все очень здоровые, очень красивые и очень богатые. В чем секрет и в чем это заключалось? То, что в этом семье, в этой царской, была шкатулка. В этой шкатулке лежал булыжник. И если к этому булыжнику вы представляете железо, то железо превращается в золото. Но это действовало только на членов этой королевской семьи. И вот прошло много лет, родилась очередная принцесса. Она, конечно же, была здорова, конечно же, была красива и, конечно, была очень богата. И вот из соседнего царства-государства тоже пришел принц, посмотрел, сразу влюбился в эту, значит, принцессу. Они уже помолвку сделали, он стал членом королевской семьи. Они назначили еще после этого день пышной свадьбы, но он уже был членом королевской семьи. И вот, как правило, в жизни в этом королевстве была служанка. Она была очень больной, очень некрасивой и очень бедной. Ей очень хотелось быть богатой, красивой, здоровой. Тоже ей хотелось счастья. И она взяла и утащила этот булыжник из дворца. Когда во дворце начался переполох, она этот булыжник бросила на мимо проезжающую телегу. Но она же не знала, что он действует только на королевскую семью. И вот переполох, слезы, она призналась потом, но слезами горю не поможешь, все в трансе, все расстроены, булыжника нет. Что делать теперь? А ведь принц-то уже, помолвка была, он уже влюбился, и тогда принц обещал посвятить всю свою жизнь, но обязательно найти этот булыжник и вернуть этому королевству. Он пошел по дорогам королевства, взял много лошадей, много одежды, много еды, воды и на шею одел большой-большой тяжелый железный обруч.
И он шел по дорогам королевства, представляя этот обруч ко всем булыжникам, в надежде, что обруч превратится в золото, он поймет, что это булыжник, и вернет его, значит, своей возлюбленной королевстве, и все заживут так, как было раньше. Прошло много-много лет. Состарились, умерли лошади. Съелась вся еда, выпилась вода. Он ничем уже не отличался от бродяг, от нищих, которые ходят по дорогам королевства. Он отличался только чем? Обручем. Обручем. У него на шее был тяжелый железный обруч. И он так и уже плохо видел, он был старый, ходил и представлял этот обруч ко всем булыжникам. И вот однажды в такой очень дождливый, холодный день он постучался в дверь хижины, которая стояла на дороге, и попросил кусок хлеба и глоток воды. Его они прогнали, этого нищего, а за дверью он услышал такие слова: «Мы здесь живем очень давно, всю жизнь, но такого наглого нищего мы видим первый раз. Он у нас просит кусок хлеба, а у него на шее золотой обруч». Так в чем мораль? Аур экият. Big over. Не заходите в гости с обручем. Нет, какие еще варианты? Ценить то, что есть. Еще какие варианты? Как говорят русские, лучше держать синицу в руке, а не гнаться с журавлем в небе. Еще какие варианты? Не все блестит, что золото. Еще какие варианты? А? Вот уже теплее, теплее, теплее. Нашел не заметил. А? Гурмаган, да, да. Вот. Самый главный смысл здесь: не так обидно бывает, когда жизнь прошла как-то обычно, но очень обидно бывает, когда счастье, удача, все вместе было рядом. Вы его коснулись и не заметили, прошли мимо. 15 июня Люберцы-Сабантуй обязательно. Я еду опять от всей Москвы один в этот, в федеральный Сабантуй, больше никто не ездит от Москвы. Вот. Потом еще у нас новости какие. Экономический форум будут опять нас приглашать. Смотрите, в тот раз Исмагилов Оскар Рустемович, мы говорили то, что ему дали награду за горячее сердце, то, что он спас пострадавших под поезда, и он сегодня принес свой диплом и вот такую медаль. Как раз можете посмотреть. Также еще раз давайте аплодируем ему за такое доблестное движение. Побольше делайте благих дел. Это не только таким образом может награждаться, а и в любом случае вам вернется. По поводу также мероприятий. 15 июня обязательно всех приглашаем на Сабантуй уже в город Люберцы. Активисты, кто у нас участвует, я уже всех запомнила. Мы будем организовывать, у нас спортплощадка, мы будем организовывать все активности татарские. Девочки, мальчики, давайте там самые, какие знаете, конкурсы, состязания на Сабантуй, давайте перечисляйте. Кюреш. Кюреш, ну за кюреш мы не отвечаем, там есть борцы сами. Да, ложка во рту с яйцом, пробег. Шульмяквату, это... Ты с палкой идешь и делаешь ведро. Бег в мешках. Перетягивание каната. Перетягивание каната, правильно, ты будешь за это отвечать, Артур. И вот эти 6 конкурсов мы будем организовывать. Давайте принимайте активное участие. Там будут также подарки, футболки. Также встреча VIP-гостей за нами. Получается очень красивый большой парк. Там будет 2 сцены, большая, маленькая. На маленькой сцене у нас, возможно, даже Марсель будет участвовать. Давай, Марсель, поприветствуем Максюта. Наш любимый баянист, исполнитель всех песен, шаржей, начиная Айдар Галимова и всех певцов. Так что 15 июня запишите у себя в календаре Люберцы, Сабантуй. Еще будет у нас площадка своя, у нас будет свое место, где мы будем загорать, вкусно кушать и все такое. То есть разные активности. Также у нас 6 июля будет московский Сабантуй, самый большой, в Коломенском парке, тоже записывайте. Тоже будем активно принимать участие. Также будем организовывать всякие активности. Кто хочет участвовать, мы только рады. Вот, если у вас какие-то предложения, у вас есть чат. Все, надеюсь, в этом чате есть студенчество. Да.
пишите приглашения на любые мероприятия, зовите друзей. Вот сегодня самая наша традиция, наверное, после штаба идти гулять куда? Китай-город. Правильно, идем гулять на Китай-город. После вкусного ужина и после обязательно песен с Марселем на баяне. Вот, так что, если есть какие-то предложения, обязательно снимаем рилсы, отмечаем штаб, делаем в соавторстве, и мы тоже выкладываем. Поднимаем активность и себе, и нам. Так что, рахмат бетуныңызга келгеніңіз үшін, давайте активно лето проведем. Это, надеюсь, не самая последняя еще встреча, но все же мы будем также писать об этом. Yazmış var gözlü dünyada